Смотрите в программе Art of Making. Как работает с горячей эмалью Анастасия Тамаева-Никифорова. Когда я разговариваю с обычными людьми, я вкратце называю себя ювелиром, но я не ювелир, я эмальер. Знакомьтесь, Анастасия Тамаева-Никифорова, мастер по работе с горячей эмалью. Этим видом искусства она занимается почти 10 лет. Это редкий достаточно вид искусства, и он редкий даже среди ювелиров, потому что он достаточно сложный, очень специфичный. Для него нужны там отдельные инструменты, какие-то материалы, поэтому, ну и особенно в Казахстане, он очень слабо распространен. У нас есть, ну, не так много мастеров, кто может работать с горячей эмалью, но их очень мало. У меня такая очень узкая специализация, но такая очень интересная. Знакомство с техникой горячей эмали произошло благодаря одной семье, приехавшей в Казахстан из Грузии. Тогда Анастасия впервые увидела у супруги своих новых знакомых невероятной красоты украшения и была поражена их удивительным исполнением. Она твердо решила освоить эту технику и в 2012 году отправилась в Грузию на обучение. Обучаться Анастасии посчастливилось в одной из самых знаменитых галерей – «Орнамент». Там она и познакомилась с историей этого вида искусства. Первые образцы работ с горячей эмалью были найдены на Кипре еще до нашей эры, то есть около 3000 лет назад. И когда я даже рассказываю покупательницам, что это очень долговечные вещи, я рассказываю о том, что там вы можете своим правнучкам смело дарить эти украшения, как раз-таки вот я рассказываю историю, да, что тысячелетиями насчитываются какие-то изделия, покрытые эмалью, и там сотнями тысяч лет там, они продолжают сохранять свой цвет, свой внешний вид. Где-то могут появиться, конечно, какие-то изменения, но тем не менее. Есть 3 вида техники горячей эмали – живописная, выемчатая и перегородчатая. Наша героиня работает в основном в 2 последних направлениях. Техника выемчатой эмали, она самая древняя. Это когда в металле, в углубление закладывается эмаль, и потом происходит обжиг, где на химическом уровне получается эмаль и металл, они взаимодействуют. А на молекулярном уровне происходит сцепка под воздействием высоких температур. И техника перегородчатой эмали, она чуть-чуть помоложе, ну, условно чуть-чуть помоложе, потому что она зародилась ориентировочно в IV веке, на территории Византии, и уже оттуда начала свое шествие победное по всему миру. В частности, например, в IX веке она пришла в Грузию, примерно в XV веке она попала в Китай, и примерно в это же время она попала в Японию в том числе. И, то есть она сохранена сейчас и в Европе, и в Китае, и в Японии, но у них вот на сегодняшний день маленько разные сферы использования. Если, например, техника перегородчатой эмали, вот в Грузии ее называют минанкари, в Европе вот английский вариант, это из французского, она называется cloison enamel. Cloison — это такие как ячейки. Вот. И если в Европе она больше носит такой декоративный характер для каких-то предметов украшения человека, например, это могут быть циферблаты часов, там очень, ну, есть дорогие швейцарские марки, которые используют
технику перегородчатой эмали, украшая свои циферблаты. И стоимость таких часов, ну, помимо, конечно, дорогого там механизма, ну и плюс еще какой-то там эстетической ценности, она исчисляется, конечно, там не 1000 евро. А, например, в Японии и в Китае это больше используется для декора каких-то атрибутов интерьера. Это, ну, например, вы много раз видели, но просто не обращали внимания, вот эти вот большие китайские вазы, исписанные таким тонким рисунком. То есть это на самом деле, если посмотреть, та самая перегородчатая эмаль. Это огромный, то есть я встречала и вот такие вот, да, и вот такие вот маленькие. Или, например, это могут быть какие-то чаши, тоже с тончайшим рисунком вот, в технике перегородчатой эмали. Вот, такие вещи чаще всего делаются из меди, но также, да, горячая эмаль. Свои работы Анастасия выполняет в основном в серебре. Сегодня она продемонстрирует изготовление сережек с национальным орнаментом. Для этого она уже приготовила заготовки, сняла напряжение с металла, почистила и обезжирила его. И пока греется муфельная печь, наносит эмаль. Сама горячая эмаль сейчас в таком порошкообразном перемолотом состоянии. Вот, и для того, чтобы она лучше ложилась, я буду добавлять в нее воду дистиллированную. Она должна быть максимально чистой, потому что любая пылинка, любой мусор, любое какое-то постороннее включение, оно может испортить внешний вид, и эмаль будет грязная. Вот, поэтому дистиллированная водичка, чистая поверхность рабочая и порядок. Для этих сережек Анастасия выбрала 3 цвета эмали. Сама горячая эмаль, она тоже очень интересная. Иногда у меня ощущение, что я вступаю в отношения с живым человеком, потому что, допустим, одна и та же эмаль, руки одни и те же, я одна и те же, инструменты одни и те же, но каждый раз получаются разные результаты. В основе горячей эмали лежит кварц, то есть она по составу очень похожа на стекло с добавлением специальных пигментов. Где-то бывает добавляют какие-то окислы металлов или бывают какие-то натуральные камни. И поскольку там 100% натуральной составляющей, то есть можно сказать, что да, это реакция натуральных камней на какие-то процессы, которые происходят вокруг. Анастасия помещает серьги в разогретую до 750 градусов муфельную печь, и через 2 минуты новое украшение уже будет готово. Это и есть процесс техники горячей эмали. Он очень кропотливый, и с точки зрения теоретических знаний также очень непрост, потому что, вот, например, 9 лет, как я обучилась работе с горячей эмалью, но даже я сделала уже, ну, наверное, 1000 украшений, но я понимаю, что я продолжаю учиться, потому что каждый раз появляются какие-то нюансы, которых не было раньше. То есть большая часть, конечно, да, то есть база у меня уже такая основательная, но я понимаю, что это дорога, это путь, это как, например, как метафора, да, что такое жизнь. Жизнь – это твой путь, куда ты идешь, кого ты встречаешь. И вот, наверное, работа с эмалью – это тоже путь со своими какими-то победами, со своими радостями и интересными событиями.